Пятый митинг в Караколе 7 лет назад. Садыра Джапарова задержали за него только спустя 4 года, в 2017-м. Обвинили в организации митинга и захвате заложников. Тогда участники акции схватили Эмельбека Каптагаева, бывшего губернатора Мысыкульской области, и затащили в машину. В результате спецоперации милиции удалось освободить Каптагаева. Сам заложник подозревал в организации захвата Садыра Джапарова и публично об этом заявлял. Однако позже мнение свое изменил. Лично я никаких претензий к нему по вопросу захвата в заложники не имею. Его там в Караколе не было. Садыра Джапарова осудили на 11 лет и 6 месяцев только лишь на основании показаний Кенжебека Джумабаева, которые он написал после того, как его осудили по тому же уголовному делу на 8 лет. 2 сентября 2019 года. Джапарова осудили за митинг, на котором его не было, и захват того, кого он не захватывал. А Кенжебека Джумабаева, осужденного по той же тяжкой статье на 8 лет строгого режима, отпустили на свободу, продержав в заключении всего год. Закрыли, к слову, Джапарова в рекордные для судебной системы Кыргызстана сроки в преддверии президентских выборов, на которых он собирался выдвинуть свою кандидатуру. Сам же Каптагаев не только выступил в защиту Джапарова, но и в августе того же 2017 года подал в суд в надежде обжаловать приговор Джапарову. Следствие палец о палец не ударило для закрепления показаний Джумабаева. Не мог же он все организовать телепатическим методом, гипнозом на расстоянии. Следствие должно восстановить всю цепочку его действий. Когда, с кем и на какой машине он выехал из Бишкека, куда приехал, с кем встречался и каким образом организовал захват, как вербовал людей. В деле ничего этого нет. В деле также нет табуляграммы телефонных переговоров того дня на площади Каракола. Об этих обстоятельствах не раз говорил как на следствии, так и на судебных заседаниях, но следователь и судьи не обращали на это внимания. Только в апреле прошлого года адвокатам Джапарова удалось добиться сокращения срока, но всего на 1,5 года. В начале этого года появилось сообщение о том, что Джапарова могут перевести в колонию поселения. Его адвокат даже публиковал соответствующую справку от ГСИН, но само ведомство вдруг передумало выпускать политика на свободу. Государственная служба исполнения наказаний. Условно-досрочное освобождение от отбывания наказания не применяется к лицу, осужденному за совершение преступления в составе организованной группы или преступной организации. Также не подлежат переводу в колонию поселения осужденные за совершение преступлений в составе организованной группы или преступной организации. Справка, размещенная в социальных сетях, действительно была выдана администрацией учреждения номер 1 ГСИН. Однако при подготовке и выдаче не были учтены и приняты во внимание требования норм вышеотмеченного законодательства Кыргызстана. В октябре прошлого года на имя президента поступило прошение о помиловании. Заявление рассматривается, заявил Сооронбай Джейнбеков в декабре. Но уже спустя 2 месяца после его слов Генпрокуратура говорит о невозможности условно-досрочного освобождения. По мнению общественного деятеля Мелиса Аспекова, дело Садыра Джапарова политически мотивировано. Слишком неудобен для властей, слишком острые вопросы поднимал. То, что он хотел баллотироваться в президенты страны, то, что у него сейчас электорат очень сильно вырос, и он является на сегодняшний день национальным лидером нашим. Поэтому, я думаю, власть его боится и не выпускает. Все методы добиться пересмотра дела Джапарова его сторонники испробовали, собирали и подписи с требованием оправдать и освободить. Организовывали штабы в поддержку. Провели уже несколько митингов. И еще один намечается на март у стен Белого дома. Как обещают сторонники Джапарова, участие в нем примут более 20 000 человек.